Друзья, приветушки. Ну что, мы сегодня с моим зайкой, с дружбаном гуляем, стреляем, тренируемся в субботний вечер. Работы было много. Отблагодарился сегодня себя стендом. И сегодня я хотел поговорить про то, что очень важно. Я повторял из упомянутых ранее видео то, что друг — это не только собака, эти приятные создания, но те вещи и предметы, с которыми мы общаемся. Маслом пахнет, как вкусно. И деревом, и металлом все вместе взятое. Когда человек дружит своими предметами, у него появляется контроль этих предметов. Он может что-то начать, да, друзья, совершить какие-то действия, а потом закончить то, что он начал. Именно с восхищением, именно с уважением, значимости к этому предмету, потому что он же служит, он мне служит мне. Конечно, он не живой предмет, чтобы я с ним общался, да и другие меня не поймут, если я буду сейчас сидеть и привет, там что-то там, я не знаю, делать свое. Такое не принято, но в любом случае просто, образно говоря, я уважаю те вещи, и они у меня находятся под контролем, в хорошем состоянии. Я протираю, даже когда протираю, не тороплюсь, не только нужно стрелять. И, соответственно, когда я с этим дружбаном, как я его назвал, Зайка, Золи, да, Золи, я не рекламирую ружье, мне не важно, какое ружье, но в данный момент я к нему привык. Вот, я продал свой Крихов, потому что в силу того, что ружье находилось на расстоянии, я им не пользовался, а мне не нужно замешательство, когда у меня несколько предметов, и тем, которым я не пользуюсь, я решил его отдать хорошему человеку из Барнаула. Поэтому это тоже очень одно из легендарных ружей мечта всех стрелков, охотников. Это действительно такая мечта, это болезнь, как Крихов, как рок-н-ролл, как Lexus 570 или какие-то машины Lamborghini для тех людей, которые они очень сильно хотят, желают прямо, и им снятся эти ружья. Но на самом деле у меня, например, предмет, я восхищался и тем предметом, и восхищаюсь в данный момент вот этим предметом, чтобы мы сработали, и я много перебирал, для чего нужно восхищаться тем, когда ты... Ну, как ты можешь не восхищаться, например? Ну, возьму я какой-нибудь иш, где-нибудь меня пригласят в деревне, куда-нибудь пригласят в деревне, у них не будет вдруг ружья, и у меня будет какая-то двухкурковка иш. И какие мои действия? Я уверен, я буду благодарить то, что меня вообще позвали на охоту, благодарить то, что мне дают еще ружье, какое-то ружье, и у меня такая классная компания. Вот, и тем самым я максимально убираю вот эти негативные мысли, с помощью которых, даже не с помощью которых, которые мне вообще ни к чему не принесут, не дадут мне никакого эффекта от того, что я буду злиться или пинаться. Это же просто атомы, ребят, это же просто таблица Менделеева, там, я не знаю, там, сталь или что-то. В любом случае это атомы, и это истина непреложная. И как бы там ни было, в этой материи она не живая, она не может общаться, она никак что-то может сказать вам обратно. Но факт в том, что насколько оно будет приятно и правильно работать, когда вы уже поставили себе, я не знаю, какой-то там замок себе в голове, когда что это хрень, ишь, курковка, какое-то говно, с которым я сейчас буду стрелять. Зачем именно такая деятельность на охоте, когда я беру это говно и стреляю с этого говна? Зачем мне так думать? Мне же нужно быть максимально эффективным. Я уверен, что нет в данный момент, я не знаю, там каких-то лазеров, бластеров. Все довольно-таки в жизни очень просто. Засунул два ружья, вот тебе и двухстволка, вскинул, посмотрел на мишень и нажал, друзья. В этой жизни очень все просто. И чем человек больше
направляет позитивных эмоций в отношении своих предметов, с чем он работает, они дают ему обратную связь. Вот, это уже как бы пройденный этап. Я это делаю для того, чтобы у меня было внимание, друзья, внимание на мишени, чтобы я не думал про ружье, что оно легается, пинается, не достреливает, скучность какая-то у него не такая, или что у него хорошее, или что у него плохое ружье. Буду делать максимально то, что у меня есть в той точке, из чего я исхожу. Пускай это будет двухкурковка, конечно, в тот момент, когда у меня нет ружья, если, конечно, у меня будет выбор зайку взять или двухкурковку, конечно, я возьму свое ружье зайку. Но в любом случае, друзья, обязательно благодарите своих друзей. Друзья могут быть живые люди, но еще и ваши предметы, с которыми вы работаете и достигаете своих целей. Ну что, друзья, всего вам доброго, хорошего вам настроения. Пусть у вас все заладится и все будет учугей. Учугей это значит сахалы. Супер.